А депутаты Госсовета Коми на очередном заседании осенней сессии рассмотрели более 40 вопросов. Внесли поправки в трехлетний бюджет, установили налоговые льготы и изменили структуру парламента. Образовали новую постоянную комиссию по вопросам здравоохранения, физкультуры и спорта. Об этих и некоторых других решениях Госсовета узнал Алексей Корчма. Пандемия внесла серьезные корректировки и в работу регионального госсовета. Половина депутатов в масках на социальной дистанции друг от друга. Из 30 избранных присутствует 27, кворум имеется. Доступ СМИ в зал заседаний ограничен. Трансляция организована на сайте. Бюджет этого года необходимо поправить, докладывает министр финансов Галина Рубцова. На медицину требуется дополнительно 1 131 миллион 205 тысяч рублей. Все они уходят на госпрограмму здравоохранения. Это и 350 миллионов на работу ФОМСа. Также выделяется 350 миллионов на увеличение коечного фонда в связи с ковидом, плюс на закупку дополнительных лекарственных аппаратов. Также 55 миллионов дается на санавиацию в связи с вывозом больных с удаленных районов. Увеличение расходов депутаты одобрили, а вот по вопросу о налоговых льготах всерьез подискутировали. Минфин предложил освободить регионального оператора по обращению с ТКО от уплаты налога на прибыль. Учитывая, что если мы предоставляем налоговую льготу по налогу на прибыль, которая зачисляется в республиканский бюджет, мы все-таки экономим те ассигнования, которые будут уходить и в федеральный бюджет. То есть ставка федеральный бюджет тоже обновляется. 2 миллиона для нас это тоже деньги. Учитывая, что следующая трехлетка нашего республиканского бюджета, она очень будет напряженная, зачем нам лишние ассигнования отдавать все-таки федеральный бюджет? Давайте мы еще раз взвесим и все-таки придем и возьмем, может, под жесткий совместный контроль именно работу регоператора. Нам все равно надо с ними работать. Взамен обнуления налога на прибыль регоператор обещает закупить дополнительно 1051 мусорный контейнер и 71 вместительный бункер, установить их в городах и отдаленных населенных пунктах республики. Это отчасти поможет решить проблему накопления ТКО. В итоге 18 депутатов за, 5 против, 3 воздержались. Большинством голосов законопроект принят, как и следующая инициатива об изменении закона о социальных выплатах на строительство и приобретение жилья. Сохраняется право многодетных семей состоять на учете на получение социальных выплат независимо от возраста детей, а для молодых семей до достижения возраста 35 лет каждого из супругов, либо одного родителя в неполной семье. Также право постановки на учет предлагается закрепить не только семьями, имеющими несовершеннолетних детей, но и при наличии в семье детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения. Еще одна инициатива кадровая. В условиях пандемии депутаты Госсовета решают создать еще одну постоянную комиссию по вопросам здравоохранения, физкультуры и спорта, тем самым разгрузив комитет по социальной политике. Это не только вопросы пандемии. У нас предстоят с 2021 года вопросы, связанные с реорганизацией первичного звена здравоохранения. Будут поступать дополнительно средства из федерального бюджета, которые необходимо будет оперативно распределять между нашими регионами республики, между лечебными учреждениями. Я могу назвать только одну цифру. В 2020 году на вопросы здравоохранения мы потратили более 22 миллиардов рублей. В следующем году эта цифра будет еще увеличена. В состав комиссии по вопросам здравоохранения, физкультуры и спорта вошли Сергей Артеев, Надежда Дорофеева, Валентина Жиделева, Владимир Косов, Виктор Бетехтин и Андрей Климушев. Последний возглавит новую структуру с 1 ноября. Практически в каждом из субъектов Российской Федерации такая комиссия присутствует. С учетом того, что эпидемиологическая обстановка даже во всей стране, связанная с известными событиями, очень напряженная, я думаю, что работа данной комиссии, в общем-то, будет очень востребована. Кроме того, работа данной комиссии, на мой взгляд, очень плотно, скажем так, сшивается, срастается с главной национальной целью, с одной из целей национальных, озвученных президентом Российской Федерации, указ номер 474, как вы знаете, наверное, да? Сохранение населения, здоровья и благополучия наших жителей.
Кадровую рокировку депутаты провели в рамках этого же заседания. Вместо Андрея Климушева председателем Комитета по законодательству и местному самоуправлению избрали бывшего министра труда, занятости и социальной защиты Коми Илью Семяшкина. Свою работу я вижу в первую очередь в улучшении качества совместной работы с муниципалитетами, в принятии качественных законов. И, конечно же, все необходимо будет делать в единой команде с правительством Республики Коми, с командой главы Республики Коми, потому что это очень важно, чтобы в Республике Коми развивалось и местное самоуправление, и были хорошие законы. Для этого нужна командная работа на общий результат. Еще ряд кадровых вопросов депутаты Госсовета Коми перенесли. Согласование кандидатур председателя регионального правительства, первого вице-премьера, министра финансов и полномочных представителей республики в Москве и Санкт-Петербурге состоится позже при личном присутствии главы республики. Алексей Корчма, телеканал Юрган, Сыктывкар.